На данном этапе основной упор в работе министерства направлен на выявление и постановку налогоплательщиков, первичный учет и регистрация, также изучение режимов налогообложения, по которым отчитываются те или иные налогоплательщики. Также ведется усиленный контроль по объектам строительства. Особое внимание уделяется администрированию земельного налога. Министерство по налогам и сборам нацелено на качественное улучшение работы в части администрирования с одновременной подготовкой к изменениям в налоговом законодательстве. Динамика поступлений налоговых доходов отмечена уже не первый год. Я часто об этом говорю. Если брать показатели прошлых лет, то мы достигаем их с плюсом в 15-20% ежегодно. Это достаточно устойчивые, хорошие показатели. При этом ни сами ставки налогов не увеличиваются, не изменяется количество льгот или категорий плательщиков, которым предоставлены преференции и льготы. Это все свидетельствует о более качественном администрировании со стороны налоговых органов. Мы часто с вами говорим о том, что по-прежнему сохраняется высокий уровень просроченной задолженности по налогам и сборам. И при этом, с другой стороны, говорим о том, что вот у нас перевыполняются бюджетные показатели. Да, это так, да, хорошо двигается работа Министерства по налогам и сборам, но это же не говорит о том, что мы не должны, обращаться к тем налогоплательщикам, у которых есть задолженность. По ним надо работать конкретно. Не бывает же так, что налоги и сборы должны платить в основном одни и те же налогоплательщики. Это, во-первых, несправедливо, это прямо нарушает налоговое законодательство. Аналогичная ситуация и с налогом на добавленную стоимость. Мы тоже видим, что отдельные объекты еще не находят достаточного налогообложения. Налог на добавленную стоимость – оборотный налог. И с учетом того, что уже есть выполненная работа, оказанная услуга, реализованный товар, наверное, все-таки, если есть там оплата, то, соответственно, и должны быть мгновенные платежи в бюджетную систему. В отношении объектов контроля в сфере строительства, здесь надо внимательно осуществить анализ и мониторинг системы уплаты отдельных видов налогов строительными компаниями. Необходимо заниматься вопросами по внедрению контрольно-кассовой техники, также усиление работы в части контроля автоматизированной системы для контроля налога на добавленную стоимость, который уже вопрос очень давно назрел. Учет и контроль за оборотом наличности – это очень важный аспект. Много наличных средств в розничной сети, очень много наличных в оптовой торговле. Это, наверное, хорошо, что оборот выручки растет, но он должен находиться под контролем. Контрольно-кассовую технику обязательно надо вводить. Это не прихоть, это не какое-то особое условие. Это меры по защите экономической безопасности нашей страны. Налогообложение должно быть справедливым для всех.